Здравствуйте, дорогие зрители! И мы продолжаем с вами говорить о самой главной нашей задаче в жизни – быть счастливыми. И мы с вами уже дошли до еды и препаратов, которые сделают нас умнее. А вот знаете, я хочу начать с того, что процитирую вам одно очень умное выражение. Люди готовы заниматься чем угодно, потому что проще заниматься другими, но не собой. Так вот, давайте все-таки займемся собой и поговорим о том, что самое для нас важное. А самое важное – это наше психическое здоровье, наше настроение. В прошлый раз я закончила на теме омеги-3. Почему? А потому что самая жирная клетка нашего организма – это не жировая клетка, а это клетка головного мозга, и она должна строиться из омеги-3. Ну, я думаю, что сейчас все знают, что это жироненасыщенные кислоты, и источником основных жироненасыщенных кислот является именно рыба, рыбий жир. И нам как будто бы с вами повезло. Мы живем в таком регионе, где в чистой воде, чистая река, чистые озера водятся именно рыбы, считается холодных вод, в которых очень много омеги-3. И наш институт питания якутский, ученые пришли к выводу, чтобы восполнить необходимую потребность в омеге-3, необходимо съедать полкило ежедневно сиговых рыб и килограмм наших знаменитых карасей. Но я думаю, что это вряд ли возможно даже у особо любителей рыбы. Поэтому я думаю, что сейчас все современные люди хорошо относятся к БАДам и, в частности, к омеге-3. Я еще раз напоминаю, что это вещество как раз дает нам ум и дает нам возможность компенсировать синдром дефицита внимания. А я напоминаю, главная проблема – это невозможность длительному психическому напряжению. А вот представьте, вы не способны к длительному психическому напряжению, а это значит, вы недостаточно эффективны в жизни, вы недостаточно эффективны в своей профессии, вы недостаточно эффективны дома, в семье, как родитель, как супруг. Поэтому обратите внимание на омегу-3, которую необходимо дополнительно принимать ежедневно в БАДах. Мало того, кроме того, что омега-3 – это источник построения нервной клетки, а если этого источника не будет, то нервная клетка будет, конечно, строиться, но она будет, допустим, из другой жироненасыщенной кислоты, как омега-6. Омеги-6 очень много в растительных маслах. Ну да, как будто бы мозг будет, и будет в достаточном объеме, но работать он будет намного хуже. Особенно это важно для маленьких детей, особенно это для грудных, особенно это очень важно в тот период, когда ребенок развивается внутриутробно. Хорошо. Еще кроме того, чтобы вы озаботились омегой-3 и действительно обратили серьезное на нее внимание, я скажу еще, что именно омега-3 – источник противовоспалительных факторов, которые нас постоянно защищают от окисления. Поэтому не только мозг кормим, но еще и останавливаем старение и даже раннее старение. Следующее умное вещество, которое нам необходимо – это лецитин. Да, лецитина очень много в яйцах, в желтке в яичном, из которого синтезируется такой проводник нервных импульсов, который называется ацетилхолин. Не думайте, что я вас сейчас буду грузить научными названиями, но все-таки про ацетилхолин надо знать всем. Это проводник
возбуждающих импульсов. Мы с вами не откроем утром глаза, что называется, не поднимем руки, не опустим с кровати ногу, если у нас не будет ацетилхолина. Но на сегодняшний день потребность в ацетилхолине такая огромная из-за того, что на нас, что называется, обрушивается с утра до вечера огромное количество раздражителей, все теперь с гаджетами. Со всех сторон музыка гремит из умных колонок, телевизоры работают в каждой комнате и так далее и тому подобное. Куча машин, которые сигналят, шумят, людей, которые говорят и прочих-прочих раздражителей. И поэтому наших эволюционных норм и запасов на сегодняшний день не хватает. А если не хватает ацетилхолина, значит, мы будем себя чувствовать вялыми, пассивными, немотивированными. И современные ученые говорят, чтобы восполнить дефицит ацетилхолина, а в частности лецитина, необходимо съедать 10 яиц в день. Я тоже сомневаюсь, так же, как и с рыбой, что кто-то будет каждый день есть по 10 яиц в день. А поэтому, чтобы нам быть умными и чтобы у нас не было синдрома дефицита внимания, необходимо лецитин принимать также в БАДах. И я считаю, что это такой довольно основной БАД, на который тоже надо обратить внимание и довольно регулярно его использовать. Я думаю, что сейчас народ такой продвинутый, и вы знаете, что для глаз необходим витамин А, для половых желез необходим витамин Е, а вот для мозга необходим витамин С. Если взять на исследование кровь, взять спинномозговую жидкость, ликвор, в котором купается наш головной мозг, и взять вещество головного мозга и проверить концентрацию витамина С, то соотношение будет 1 – это в крови, 10 – это в ликворе, и 100 в головном мозге. То есть головной мозг просто высасывает витамин С сначала из ликвора, а ликвор, в свою очередь, высасывает из крови. Почему? А потому что именно как антиокислитель, сейчас это называется антиоксидант, витамин С – это самая главная защита от окисления мозга и его отростков. Поэтому очень важно также контролировать, как вы регулярно принимаете этот витамин. Я еще, кстати, приведу такой пример интересный. Вот когда была пандемия ковида, то в Америке один хозяин госпиталя, напомню, что в Америке вся медицина – это только бизнес. Там нет государственной медицины, кроме прививочного дела. И вот один хозяин госпиталя решил спасать больных ковидом. Он просто брал бесплатно больных в госпиталь и в течение дня капал внутривенно витамин С где-то до 20 и дальше, даже больше грамм внутривенно. И больше ничего. И больные выздоравливали очень быстро и без осложнений. Могу сказать, что лучше всего искать витамин С натурального происхождения, чтобы это была вытяжка из фруктов и овощей. Но, тем не менее, еще раз повторяю, витамин С значительно защищает головной мозг. Еще бы я с вами хотела поговорить о таких растениях, которые называются адаптогены. Допустим, все знаете про женьшень, радиолу розовую, гинго-билобу, саган-дайля, и много еще, лимонник, допустим, да? И к ним относились как к стимуляторам. А вот ученые открыли следующую вещь и сказали, что это не стимуляторы, а это адаптогены. Что такое адаптоген? Это источник природной силы. То есть стимулятор, он подстегивает, он, что называется, истощает наши ресурсы, а адаптоген дает эти ресурсы, он питает организм. И на сегодняшний день даже в мировом спорте спортсменам разрешается использовать адаптогены, это не считается допингом. Еще раз повторяю, каким растениям
на какие растения можно обратить внимание, и самим подобрать дозу. К сожалению, многие из них в спиртовых настойках, да, радиола розовая, допустим, лимонник, в аптеках продаются именно на спирту. Но там дозы небольшие, и вы можете подобрать себе индивидуально там, от 10 до 30 капель, допустим, утром. Это тоже будет давать энергию и тоже будет помогать головному мозгу быть умными. Еще мы с вами поговорим о гормонах счастья. То есть это вообще к нам по теме, да? Мы же с вами озабочены быть счастливыми. Ученые выделяют 4 основных гормона счастья. И все сейчас, что называется, у всех на слуху, дофамин. И вот просто, знаете, бросаются, что называется, на ходу. Вот дофаминовое настроение, дофаминовые там страсти и так далее. Не очень понимая, как бы, да, даже значение самого дофамина. Ну вот для того, чтобы все гормоны счастья у нас синтезировались в достаточном количестве, нам нужен белок. И во всем мире сейчас диетологи особенно, понятно, вот, и геронтологи, и другие терапевты обращают внимание на качественное белковое питание. То есть белку сейчас уделяется огромное внимание. Пишут нормы. Вот столько-то грамм там на килограмм веса. Вы знаете, я люблю давать практичные, простые советы. И вот самый такой удобный совет. Доза белка ваша – это ваша ладонь без пальцев. То есть вот толщина ее, площадь ее. То есть у нас у каждого как будто есть такая подсказка от самой нашей природы. Это ладонь без пальцев, доза, которая умножается на 3. То есть вот таких вот доз белка, будут ли это яйца? А с яйцами очень удобно. Сколько в вашем кулаке помещается яиц, вот столько яиц 3 раза в день можно есть для восполнения белковой потребности. В следующий раз мы с вами более подробно поговорим о гормонах счастья. На сегодня мы с вами заканчиваем. До свидания.